Нормальные люди ночью спят, охотники ночью сидят в шалаше. Спят они днем. О, блин, дымога. Так что кушаем, отдыхаем и вечером по новой идем в шалаши. Все, до встречи в шалаше. Так, время уже 6 часов утра. В общем, сегодня не то чтобы плохо. Сегодня все очень плохо. Мало того, что у нас не повезло с погодой вчерашнего вечера. Сели в шалаши где-то, наверное, часиков 6. Это получается уже около 12 часов. Мы в шалашах. Пока сюда ехали, уже намокли. Пока отвез Ромку. Дождь, постоянный моросящий дождь, что бывает с усилением еще. В общем, я уже намок, пока Ромку отвозил. Посидел в шалаше. Ну как, я сразу в палатку залез, чисто слушал, что-то сядет, не сядет, будет перелет, не будет. Я хоть в палатке был, она меня спасла. А как Рома там был, я не знаю, я просто не представляю. Он полностью, наверное, промок. Хотя у него есть куртка, есть ветровлага, защита, потом спальник. Ночью все-таки, я надеюсь, он залез в спальный мешок, укрылся. Я думаю, не так сильно ночью замерз. В общем, не было ни одной утки ни вечером, ни ночью, не летало. К утру дождь прекратился. Я в палатке и то полностью околел, замерз. Потом все-таки в конце концов я решил открыть вот спальный мешок. Вот он меня и спас. Этот спальник от компании Северный Путь. Получается, в прошлый год я уже рассказывал вам про него. Все-таки отличная штука на бараньем меху. Флисовая подкладка такая. Ну, короче, залез я, друзья, в этот спальник. Ноги согрелись практически сразу. А вот плечи, вот эти места, минут только через 15, наверное. Вот, в общем, согрелся я где-то, наверное, уже в час. Закимарил. Ну, сначала было, слушал все, потом, видать, согрелся, хорошо уснул. Слышу, Рома кричит мне: папа! Я так, в принципе, понял, что где-то села утка. Я посмотрел в окошко, нету. Слева, справа нету. Глянул поблизости, нету. Я ему: чё? Он молчит. Потом слышу, перекликаются утки действительно. Выхожу, а они там вот. Озеро у нас уже открылось широко. И они там, на кромке льда. Стайка где-то около 10 штук. Хохлатая чернить. Переговариваются там куль-куль-куль-куль на своем. Ну, что делать? Думаю, подождал, не сближаются. Короче, издалека, думаю, хоть шугану. Выстрелил издалека, они поднялись. Пролетали надо мной. Добавил второй раз мимо. Вот это была вся утка, что была за сегодняшний день. Рома ночью выстрелил. Ну, еще вечером, получается. Разика 2 выстрела, не знаю, добыл, не добыл. Вот такая вот невезуха у нас. Не все на охоте прекрасно и хорошо. Есть очень неблагоприятные условия. Сегодня я весь мокрый, полностью. Куртка мокрая, а сам-то еще более-менее. И благодаря палатке я еще спасся. А Рома, наверное, там полностью замерз, так что сидеть дальше не вижу смысла. Собираюсь, иду, забираю Ромку, завтракаем и ложимся в избушку отдыхать. Сушить одежду, поспать немного надо, почистить ружья, а то они уже порыжели. Кстати, хочу спросить, кто может мне подсказать, почему после первого выстрела, вот, допустим, стреляю я в верхний ствол, тут же хочу выстрелить нижний, второй курок, а у меня после первого выстрела от отдачи ружье автоматически встает на предохранитель. Такого быть не должно. Вот в таком положении он выстрел, и он туда. Или то, что я его смазал хорошо, он слишком легко ходит теперь. Ну, короче, бывает, подводит.
делаешь выстрел, утка на прицеле, нажимаешь на курок, на спусковой крючок, а выстрела не происходит. Потом, пока ты переставляешь предохранитель обратно, пока выцеливаешь, уже утка бывает уходит. Уже несколько раз так меня подводило. Вот не было раньше, сейчас вот смазал полностью, водышкой залил. Может быть из-за этого, не знаю. В общем, сегодня у меня пусто. Если вчера еще пострелял, то сегодня глушняк. Ну, оно получается что? Сейчас лед уйдет, и утка будет садиться туда по центру озера. Здесь уже она будет садиться слабо. Посмотрим. Денек еще точно здесь остаемся, а там видно будет. Может, и не будем здесь неделю торчать, может быть, выйдем чуть пораньше. Вот такое вот короткое включение. Съемки не провожу, потому что я уже говорил вам, аккумулятор у меня немножко осталось, немножко в пауэрбанках питания, немножко здесь. Экономлю, потому что если что-то будет интересное, чтобы было чем заснять. Пока интересного ничего нету. Как-то так. Такие дела. Продолжаем весновку. Пока на этом году скучновато. До следующего включения. Рекламная пауза. Ну вот хоть Роман у нас сегодня что-то добыл. Вон подплываем. Вот такой красавец. Связь. Вот он. Вот такая вот красивая уточка. С полем, Роман Геннадьевич. Довольный? Живой. Я иду, говорю, Ромка, ты хоть живой? Я, говорит, пап, я, говорит, весь насквозь промок. Ну, конечно, промок, не всю ночь поливал дождь. Не заболеть бы сейчас только. Собираем вот чучела, потому что здесь смысла нет уже. Вода падает на болоте, появляется трава, и утка садится плохо уже. Серые утки уже мало, в основном все нырковые. А нырковые сейчас будут садиться на озере. Собираем чучела, кидаем на озеро. И отдохнув, согревшись, просушившись, сядем уже вечерком на озеро. Так что, да и шалаш в этом году не успели поправить. Вот он, весь прозрачный, утка видит. Может быть, еще из-за этого. Прошлый год он был поинтереснее, конечно. Сейчас включаю кадры с прошлогодней охоты. Ну вот мы и дотопали до шалаша. Вот такое произведение искусства. В принципе, получилось вроде бы вполне неплохо. Рома, видно, нет? О, теперь видно, а так вроде нет. Ну-ка поднимись. О, спрячься. О, утка нас не заметит. Была бы утка. В общем, собираем чучела, кидаем на озеро и выдвигаемся в сторону избушки отдыхать. На растопочку сушнячка. Благо на горельнике там этого сушняка хватает, правда, далеко носить. Ну, в дровах недостатка нет. Он обалденный сушнячок. Что, пошли завтракать? Что нам сегодня Роман приготовил Геннадьевич покушать? Роман Геннадьевич сегодня приготовил... Как это блюдо у тебя называется? Так же, как и у тебя? Как у меня. Ветчина. Яичница с ветчиной, да? Правильно. Так. Чай налит. Сейчас схожу, пожалуй, еще за водой сначала. До ручья. Потом уже сядем кушать. Соедини пока это.
приступаем завтракать. Кушать подано, да, говоришь? Приятного аппетита. А хлеб не порезал? Сколько у нас осталось еще? 2 булки. Хлеба? Да. Ты сегодня не кушал, что ли, в шалаше? Нет. Только чай дул и все? Да. Или с чаем печенюшки? Нет. Хлеб сырой весь стал. А, рюкзак сырой мокрый, наверное, да, был? Угу. Так что сильно крошить не буду. Резать крупными кусками порежу. Яйца вон вниз пока убери. Сегодня прохладно, ничего не будет. Можно в холодильник не пихать. Вот этот пакетик надо сунуть. Что-то нормальный пакет же тут. Который вот этот? Угу. Удобно. Так, ну что у нас Роман приготовил? Съедобно, нет? Вкусно. Что ты? Ну, грязный. Так, перекусим. Приготовим еще дров. Запас. Ляжем немножко, отдохнем, поспим. Дождя нету, мы спим. Дождь пойдет, опять в шалаши пойдем. Утка вообще не летит. Когда пришли, 2 черка прямо отсюда взлетели, с ручья. А мы где-то их ждем. Надо это. Спишь, дверь открыл. Нету уток. И дальше спать. Вот если построить избушку там, на той стороне, на гривке, то можно с избушки наблюдать, когда утка к тебе подплывет. Была, наверное, по-любому раньше. Мне так кажется. Изба? Если я не помню, где старая изба была, спалили ее, говорят. Я уже не помню. На Диком тоже была. Тоже спалили? Ну, говорят. Да, я ни то не видел. На Диком есть там вдалеке, типа балок, не балок, прогнивший уже, помнишь? По дороге-то был. Там все уже, там уже невозможно жить. Ну что, уезжаю домой. Набили вон полмешочка уток. Почему выезжаю? Во-первых, самая первая причина — это у меня закончился заряд пауэрбанков. Камеры заряжать нечем, съемки не ведутся. Короче, решил съездить, зарядить пауэрбанки. Если успею, вернусь сегодня вечером. Заодно посмотрю, как дорога и что. Вывожу одно корыто сейчас. Роман остается, второе корыто здесь. Если дорога более-менее нормальная, то вернусь на буксировочке. Если нет, приду пешком и будем выходить пешком. Поехали. Помаши ручкой, Роман. Сейчас мы посмотрим. Прошлый год был жесткий выезд. Ой, жесткий. В этом году немножко снега пока есть. Но ручьи я просто не представляю, что с ручьями. Так что бедный ураганушка достанется тебе опять. С Божьей помощью, надеюсь. Сегодня немножко был заморозок ночью. Стекла немного. Счастливо оставаться. Что, ничего привезти не надо? Ладно, позвонишь, если что надумаешь. Ну, с Богом. Ну вот, снежок кончился. Не стал нагружать сани, взял все по минимуму, потому что не хочется просто насиловать технику.
препятствия. Это глубокий ручей здесь, узкая дорога. Так, попробуем справа проехать. Была бы она еще дорога эта ровная. Ой, сейчас буксировщик может... Еще и не рулить ни хрена. Поехали через кусты. Все, снег растаял. А без колес тащить, он, считай, толкач толкает по земле и корыто тащит, ему двойная нагрузка. Ой, мама. Вот это я встрял прямо на пенек. Вроде проехали. Все-таки, если благополучно получится доехать, лучше, конечно, прийти пешком. Нельзя так насиловать технику. Все, снега нет. Снега нет, появились пенечки. Это ерунда. Вот что будет, когда ручьи начнутся? Это труба. Зима кончилась, снег кончился. Я представляю, как сейчас тяжело урагану, потому что мало того, что земля, а еще и подъем. Дорога идет подъем.
снег, он нормально едет. Как-то вот так. Сейчас начнется ручей. Вот. По такому снегу он едет. Пофиг ему, глубокий, мелкий. Вот как ручей будем штурмовать, это, конечно, вон он. Скоро начнется. Потом затяжной подъем с глубоким снегом. Вот это первое серьезное препятствие. И потом еще где-то 2-3 препятствия будет. Серьезно. Так, здесь, наверное, лучше остановиться, глянуть, что-то где. Так, где приехали, там поедем. Вот так. Плывем. Корыто плывет. Как катер. Блин, жалко нету оператора. Ручей был глубокий. А вот теперь еще и глубокий снег. Давай, ураганушка, давай, не подкачай. Давай, родной. Главное, чтобы не зарылся. Так, не будем насиловать. Вон какая глубокая колея. По тяжелому сырому снегу херачит. Вон. Больше 20 сантиметров проваливается. Так. Лишнюю воду надо убрать. Ладно. Еще наберем. Давай, мой хороший. Фу. Хочешь кататься, умеешь саночки возить. Опять плывем. Так. Тяжело, но в этом году, поверьте, легче.
Прошлый год было пожестче. Во-первых, и корыто было нагружено поболее, и заднее корыто было больше 100 килограмм, и снега не было. Так что пока выключаемся, едем. Будет включение еще на одном глубоком ручье. Поехали. Ну что, с Богом. Главное не опрокинуться. Вот тут вот главное. Так, не останавливаемся. Корыто плывет. Главное этот подъем подняться. Попробуем ходом. Молодец. Молодец. Если вы думаете, что сейчас ему легко, это далеко не так. Вон какая остается глубокая колея по сырому снегу. Вот и ладненько. Осталась еще одна большая лужа. Ее как-то надо будет объезжать по лесу. Может быть, где-то что-то пильнуть придется. Посмотрим. Пока едем. Осталось около километра. Но это один из сложных участков. 3 мы уже проехали. Там еще были пару, чтоб не включался. Здесь очень глубокая колея. Просто глубокая колея. А сверху сырой снег по колено. Там еще глубже. Так что попробуем проехать по лесу, если у нас получится, по бровке. Если скинет, то кувыркнемся. Корыто тонет, буксировщик тонет. Задолбался уже. Заехали. Каждый год хочу здесь сделать проезд. И так все остается в планах. Осень не успеваю. Ничего. Так, а вот тут мы не там поехали. Здесь мы не свернем. Как было там. Ладно, попробуем съехать. Вон, если туда угу-гу, то будет агагах. Вон, выше колена.
Так. Зря, наверное, я туда заехал. Надо было здесь. Стой, 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 стой. Съезжать не надо. Попробуем. Ого-го, вот это лужа. Ага, а здесь-то мы где поедем? Придется там объехать. Вот, мы же здесь ездили. Теперь уже поздно. Поехали обедим. Корыто уперлась. Фу. Вот так вот едем. Ну и последний штрих. Мы почти доехали. Сходил до машины. Все открыл, все приготовил. И остался. Мне осталась одна забава. Так. Ладно, хочешь как хочешь, объедем. Снега сколько. Это ерунда. Прошлый год было больше. Ну, поехали. Ну, сейчас главное только здесь не забуриться. Потому что снег глубокий. Ну как-то вот так. И мы это сделали. Мы это сделали. Мы с ураганушки это сделали, выехали. Ура! Но весновка пока еще не закончилась. Роман остался там. Сегодня захожу опять. Или на лодке заеду с Печоры, или пешком пойду. Выходить будем уже точно пешком и выносить все на плечах. До свидания. До скорой встречи опять на озере.